أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Пророк Мухаммад Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из своих высказываний нам говорит, что у Аллаха 100 милостей. Мы знаем, что Аллах Ар-Рахман, Он всемилостивый и всемилосердный. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Милость Его безгранична. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что моя милость объемлет все то, что вы сможете видеть, слышать, ощутить, осязать, ощущать. И Мухаммад ﷺ говорит, что весь этот мир, весь этот каинат, все то, что будет в этом мире, то, что будет в будущем мире, состоит из 100 милостей. Что такое 100 милостей? Вот представьте, говорит Мухаммад ﷺ, что весь этот мир, 7 сводов небес, 7 сводов земель, рай, ад, звезды, солнце, 18 тысяч миров, все создано одной милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И все пропитание, которое Он дает, веришь ты в Аллаха или не веришь, счастливый ты или несчастный, богатый или нищий, или бедный, Аллах Субхану ва Тааля всем дает то пропитание, «Инна касамнаху», говорит Аллах Субхану ва Тааля, что мы предоставили каждому свой достаток в том виде, насколько мы думаем ему дать, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И за это говорит, что довольствуйтесь тем достатком, который вам дан, и ни в коем случае не стремитесь пожирать достаток других людей. Особенно берегитесь пожирать достаток сирот, потому что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, он один из первых сирот. Он был сиротой. И большинство аятов, которые говорится в Коране про сирот, обращается к нам, к другим людям и к мусульманам по поводу Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И исходя из этого, а остальные 99 милостей Аллаха, как же их понимать, спросили сахабы. Остальные 99 его милостей, будет говорить Мухаммад ﷺ, в раю для тех, которые уверовали и творили благие дела и нашли довольство Аллаха. Они достигли довольства Аллаха. Это любимцы Аллаха, это близкие Аллаха. Это те, про которых Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аля аулия Аллах». О, те, которые близки к Аллаху, друзья Аллаха. «Фаля хауфун алейхим, валя хум яхзанун». Нету никакого несчастья, и не переживают они, не боятся, нету ни страха им, нету и переживаний. Я же, говорит Мухаммад ﷺ, послан как рахмат, как милость для миров. Об этом Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям: «О Мухаммад, ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин», говорит Аллах Субхану ва Тааля, мы не спасали тебя не просто так, а как милость для миров. По одному высказыванию пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, что Аллах создал 18 тысяч миров, но это приблизительно то, что мы знаем. Аллаху а'лям, потому что миров намного может быть больше. Но и 18 тысяч миров, мирозданий. Некоторые говорят, что это мир животных, даже есть и мир животных, мир бактерий, мир растительности. Даже если это считать, то 18 тысяч миров, кроме этих миров же еще и другие миры, другие вселенные. Мы не знаем, Аллах Субхану ва Тааля знающий. «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин». Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, послан как милость. У Аллаха 100 милостей. Знаем, мы в хадисе говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Но Аллах Тааля еще в Коране говорит, что ты еще одна милость.
Ты создан из божественного света нура Аллаха. Ты создан первейшим человеком. И все остальные существа, которые Аллах сотворил из божественного света своего, из которого Он создал свет Мухаммада, Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям. Из этого все остальные пророки, мусульмане, верующие, неверующие, все создано из этого света, которым существовал изначально Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Да, он первый, как божественный свет. Он последний в телесном виде, последний из пророков, последний из посланников. И из-за этого Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, почитается Аллахом. Он достиг того, чего не достигли другие пророки. Чего же он достиг? Муса, алейхиссалям, обращаясь к Аллаху, говорит: «О Аллах, ты со мной разговариваешь, но покажи свой лик, покажи мне свое лицо». Аллах субхану ва тааля говорит: «О Муса, я удостоил тебя чести слушать мой глаз, удостоил тебя чести разговаривать со мной, но честь видеть мой лик удостоился только мой любимец. Кроме этого, я никому не могу показать свое лицо. Если я тебе покажу свой лик, божественный лик, говорит Аллах субхану ва тааля, то ты не выдержишь. Посмотри на ту гору, я покажу чуточку величиной с точечки, величиной с острия иголки, лучик своего божественного света, нура, своего лика, говорит Аллах субхану ва тааля. И в это время гора рассыпалась и превратилась в прах. И Муса, алейхиссалям, пал ниц и сказал: «О Аллах, ты превелик, ты величайший из величайших». Из-за этого Аллах субхану ва тааля говорит: и не вступай в то, что предназначено для сироты. Не обижай сироту. Это то, что я должен показать свой лик, предназначено для величайшего того, который остался сиротой, моего любимого пророка Хабибуллаха Мухаммад аль-Мустафа, алейхиссалату вассалям. Аллах субхану ва тааля поднял его достоинство Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, до такого высокого уровня, что он соизволил его пригласить к себе в гости. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пересек ту границу, которая стоит за Сидратуль Мунтаха, за крайней точкой, которая не может перейти даже Джабраил, алейхиссалям. Почему ты остановился, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, почему ты не идешь дальше со мной? Мы не можем, мы сгорим от божественного величия Аллаха, если пересечем вот это Сидратуль Мунтаха, говорит. Ты иди. Он уготовил тебе то, что он обещал всем пророкам, что придет тот пророк, мой любимец, которому я покажу свой лик, и с которым я буду общаться и приближу его к себе. Приближу его к себе. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, удостоился встречи с Аллахом. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, родился и вырос и под постоянным воспитанием Аллаха. Он никогда не обманывал, он никогда не зарился на чужое, он никогда никого не обижал. Он всегда старался делать только благие дела. Он никогда ни на чуточку не отступал от тех моментов, которые предопределены человеку как человеку Всевышним Аллахом. Он был величайшим человеком. Что бы на него ни наговаривали, Мухаммад, саллаллаху пречист от этого. Он пречист. Об этом говорит Аллах субхану ва тааля в Коране. «Юридуна ан ютфия нур Аллахи би афвахихим, валлаху мутимма нураху валау карихал кафирун». Они хотят
затушить светоч Всевышнего Аллаха, то есть Мухаммада, хотят опозорить, алейхиссалату вассалям, но не получится. Аллах Субхану ва Тааля сделает так, если даже они как бы не отрицали, он все равно сделает так, что Мухаммад, саллаллаху, что божественный свет религии, который пришел к нам через Мухаммада Мустафа, алейхиссалату вассалям, достигнет того кульминационного момента, когда объемлет все человечество, инша Аллаху Та'аля, до судного дня. Мы знаем, что Мухаммад, саллаллаху, в 3 года был, как бы, скажем, прооперирован. Джабраил, алейхиссалям, снизошел к нему с повелением от Аллаха, разрезал его грудь, вытащил его сердце и очистил от этих черных точечек. У каждого человека бывает черная точка, черное пятно. Если оно разрастается в пятно, то человек становится неверующим. И бывает так, что это пятно, как скорлупа, как яичная скорлупа, полностью покрывает это черное темное пятно куфра, покрывает полностью сердце, душу человека. И после этого никакой божественный луч через эту скорлупу, через это черное пятно не пройдет. И человек станет заблудшим. И от человека никакого толка, будучи человеком, то есть ничего человеческого, никакой человечности не останется. Потому что человечность и человеческие качества определены Аллахом в Коране и прожиты сунной пророка Мухаммада, саллаллаху. Мухаммад, саллаллаху, прожил, мы называем это сунной. После Мухаммад, саллаллаху, был удостоен чести, что он 2 раза хотел посетить свадьбу, где веселились. И 2 раза, говорит, 1 раз я прям дошел до свадьбы и уснул. 2 раз я уснул на пути к этой свадьбе. То есть Аллах Субхану ва Тааля оградил от всех этих веселий, увеселений, где творились злые деяния, нехорошие, нечестивые деяния тогда творились. Мы не говорим, что нельзя посещать свадьбы или такие увеселительные мероприятия, но там тогда, в период джахилии, доисламский период, творились такие нехорошие дела, что Аллах Субхану ва Тааля оградил Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его взор, его слух. Я как бы ушел в пустоту, только проснулся, когда мне голову сильно начало печь солнце, говорит он. В 32 года Мухаммад, саллаллаху, удостоился чести при строительстве, при ремонте Каабы, удостоился чести своими благородными руками поставить черный камень, который Аллах снизвел с рая в угол Каабы, которые стараются приблизиться, поцеловать или, поднимая руки, говорят: Аллах велик, Аллаху Акбар. Все мусульмане мира ежегодно и во время умры, малого хаджа, и во время хаджа, великого хаджа, постоянно обращаются к этому камню и постоянно вспоминают Аллаха и представляют перед глазами Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. После этого в 40 лет Аллах Субхану ва Тааля еще возвысил Мухаммада, саллаллаху алейхи, начал низводить на него свое откровение и начал поаятно ниспосылать свою великую речь. Кур'ан аль-Азим, Кур'ан аль-Карим, Кур'ан аль-Маджид, величайшее свое слово, которое он обращается к своему пророку и через своего пророка к нам, к тем, которые уверовали в Аллаха, которые приняли его сердцем. Мухаммад, саллаллаху, пережил такие трудные моменты, но никогда не отступился от той цели, которую ему задал Аллаху, субханаху ва та'аля, азза ва джалля. И он довел пророческую миссию до конца. Хотя Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я даю тебе долгую жизнь, если хочешь. Жизнь Хизра, алейхиссалям. Или же жизнь Лукмана, пожалуйста, или все богатства мира, будешь править миром? Нет, если возможно, то призови к себе, сказал Мухаммад, саллаллаху. И он в месяц Раби'ь аль-Ауаль, 12 числа, он покинул этот бренный мир и предстал перед Аллахом.
И каждый раз мусульмане вспоминают его в этот день, в этом месяце. Месяц Раби'уль-Авваль называется месяц Мавлид пророка Мухаммада ﷺ. То есть это месяц рождения и месяц смерти. Мухаммад ﷺ родился и умер в один и тот же день. Хотя есть разные мнения, сейчас хотят как-то это нарушить, то, что было тысячи лет, без изменений дошло до нас. Сейчас какие-то горячие головы хотят изменить, говорят, что нет, он не родился в этот день, нет, он не умер в этот день. И не надо справлять, не надо вспоминать в этот день его. И говорят, что праведные салаф ис-салихин, да не только салаф ис-салихин, те, которые сахабы, халяфы, то есть табирины, атбагут табирины, не только они, но и еще недавние наши предыдущие ученые отвергали мавлид. Вроде бы находят ихние записки, вроде бы находят ихние книги. И одно из сейчас сегодняшних смут, фитн и наговоров, и ложных обвинений, некоторые горячие головы из числа наших братьев оговаривают Алимджан аль-Баруди, говоря, что он был против мавлидов, что его журнал, который он издавал, «Дин ва адаб», об этом и говорит, об этом и пишет он, говорят они. И вроде бы они сейчас транскрибируют из старотатарского, написан арабским шрифтом, переводят на русский или на татарский язык, так же, как и труды Ризы Фахриддина или Шихабуддина Марджани. Вроде бы большинство людей не умеют читать. И они вроде бы переводят, транскрибируют и в то же время делают такие гадости, что убирают некоторые слова и добавляют свое, и представляют это как труд Галимджана Баруди, Ризы Фахриддина или Шихабуддина Марджани. Есть такие люди. Хоть и мало, но есть. Одно из то, что сейчас в мусульманском обществе Татарстана, может быть и Башкортостана, гремело то, что наш бывший муфти Галимджан аль-Баруди, знаменитейший ученый, плохо высказывался о мавлиде и отвергал это, говоря, что не надо справлять мавлид, то есть день рождения пророка. Мы же вам можем почитать из журнала «Дин ад-Дин ва адаб», Маджалла Исламиядр, Сана, то есть год 1906, 12 апреля издание. В этом говорит, он здесь приводит, что говорят другие ученые. Он приводит Шамаиль Мухаммада, саллиллаху алейхи, описывает его внешность, его поведение, его адабы. И потом есть такая глава, такой пункт, что «Мавлид байрамының дұрыслығында минем уйым». То есть мое видение в правильности проведения мавлида. И он говорит, что қай ғалимлар әуелгі 3-4 ғасырда болмаған сәбәпле бұл байрам ясауны бидғат деп айталарды. То есть он говорит, что некоторые алимы говорят, что это в первых 3-4 столетиях не было, и объявляют это бидгатом. И нужно говорить, что это бидгат, нововведение, плохое нововведение. Но көп ғалимлар әуелде болмаған болса да бидғат хасана болмақ тиешлі дегенлер. То есть большинство алимов говорили, что даже если это не было у предыдущих поколений, но это нужно называть не бидгатом, а бидгат хасана, то есть это хорошее нововведение. Почему? И объясняет, я постараюсь быть краток. Мин факир уйлиман әуелгі заманларда халық көбірекке қарап. Я же ваш то, что, который пишет этот автор, я же думаю, что предыдущие те поколения, сахабы и табигины, бик аңлы динләре, куәтле иртикат ва якинлары бик сәламәт булган. То есть они были очень религиозные, они очень были уверовавшие и были очень грамотными. И у Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның сүннет ва сейретлерine her вакыт күз алдында тутканлар. И они постоянно видели, прежние видели, потом остальные всегда они уже об этом говорили. И
читали и в себе держали, то есть они в себе это практиковали. То есть они очень были религиозными и были грамотными, и они постоянно практиковали это на себе. Первые поколения сахабов, они знали об этом, видели его. Вторые поколения табиинов и третье поколение табиинов, они слышали это от сахабов или же табиинов и тоже практиковали на себе те все хорошие качества пророка Мухаммада, саллаллаху. И они тоже, так же, как и пророк Мухаммад, саллаллаху, ежедневно творили благие дела, говорит Галимджан аль-Баруди. Мы же в дальнейшем, те поколения, которые мы сейчас уже близки к судному дню, мы забыли вот про такие деяния. Мы забыли про такие деяния. И нам остается, здесь он приводит, что, говоря, последнее наше поколение Расулуллахның туымағында ва пейғамбарлығында болған шексіз нигмет ва дәулетini хәтерләреннән шығарғанға күрә, то есть из-за того, что они забыли величие пророка и его такие благие дела, мы же без бу урында яхшыларның хәлләре ва шин qalblari va muhabbatlari bilan qilgan ish va ravishlarni biz, то есть то, что проделали сахабы, табиины, атбаы табиины, те, которые делали то, что касается пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, ежедневно повторяли его, и они знали, хранили его в своем сердце. Мы же хотя бы кимендә елда бер мәртәбә искә алып халыкны, хусусан гавам насны, мы же хотя бы раз в год, собрав всех людей, мы должны, говорит он, Расуллахның, саллаллаху алейхи вассаламның сәйрәтен вә аның туысы, хәлләрен вә һәр хәлендә булган сүннәт вә хикмәтләрен бераз агах итеп, аның һидаят вә тәгълименә тәшәккүр өчен инфак вә итгам юлына күрсәтү, асылсыз эш вә сүннәттән тыш фигыль булмаса кирәк. То есть для нас то, что мы сегодня проводим один раз в год, это как он говорит, что для нас это обязательно. Хотя бы один раз в год. Потому что за целый год мы не то что не вспоминаем, мы даже не приближаемся к тому, что делали прежние поколения. Это мнение Галимджана Баруди. И он говорит, что то, что һәр көнне кылган мубарак эшләрен, те, которые предыдущие поколения делали каждый день, без 100 кат ва 1000 кат кусурымыздан, мы же из-за того, что мы недостаточны многократно, в 100 000-кратно не можем достичь того, что они делали, из-за этого елда бары бер мәртәбә кылуга муафик буламыз. Мы вынуждены совершить это деяние один раз в год, собираясь без киссай мәулид укуда, ва зияфат ва иткам кылуда, и читая касиду Маулида или там другие какие-то поэмы или касиды, которые показывают его жизнь, его благородные качества, и после этого раздача каких-то подарков, и в то же время принимать гостей, без онлардан соң үзімізден бір іш шығарған ва арттырған болмайбыз. После них это наше деяние, то есть проведение Маулида, не то, что какой-то бидгат или бидгат хасана. Мы будем считаться, что мы ничего не добавляем и ничего не придаем никаких каких-то нововведений к этому. Бәлки киметкен булабыз. Наоборот, мы делаем намного меньше того, что делали сахабы, говорит Галимджан аль-Баруди. Мы же, почему мы прочитали из этого журнала 1906 года,
для того, чтобы было ясно понятно, что предки, те предыдущие поколения, близкие к нам поколения, дореволюционные поколения, они очень уважали Мухаммада, саллиллаху алейхи, уважали эти дни его, месяц его рождения и день его рождения, 12 Раби аль-Ауаль. И из-за этого говорит Алимджан аль-Баруди, что те прежние, которые были украшены моралью и нравственностью, адабом и ахлаком Мухаммада, саллиллаху алейхи, они творили это каждый день, у них это каждый день был мавлид для них. Мы же, теперешние, поздние поколения, из-за того, что много-много у нас недостатков, и мы тысячекратно, стократно мы далеки от этих предыдущих поколений, мы же то, что мы совершаем раз в год под названием Мавлид пророка Мухаммада, это никакое не нововведение, наоборот еще мы не доделываем то, что делали сахабы, табирини, атбарат табирини, то есть салафы салихин и позднейшие халяфы и все ученые. Да простит Аллах нам всем грехи и украсит нас благородным ахляком, нравственностью пророка Мухаммада, и введет нас в свои благородные сады, называемый рай, и удостоит чести созерцать его лик. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина адаб нар.